Если вы ездили по трассе Сусамыр, то наверняка видели темные пятна слева и справа трасс. Это и есть нашествие Алтын-Кана. Жители долины бьют во все колокола, так как с каждым годом территория пастбищ становится все меньше и меньше. А данный вид сорняка в виде колючки цепляется за животное и с быстрой скоростью разрастается в плодовитых землях, где пасется скот. Другим способом является корневое размножение. Примечательно, что корень у него находится не глубоко, на 40-50 сантиметрах вдоль земли. На одном корне произрастает несколько растений одновременно. Именно с этим и связано столь быстрое разрастание сорняка. Мы приезжаем сюда каждый сезон, еще со времен Советского Союза, зарабатываем, как говорится, продаем кумыс. С тех пор этот сорняк был и есть. С каждым годом его становится все больше, это факт. Сколько бы сюда ни приезжали специалисты и распыляли химикаты, убить на корню Алтын-Кана еще никому не удалось. В 2015 году Департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Минсельхоза сообщало, что данный вид сорняка проразрастало на 16 800 гектарах земли из 500 тысяч гектаров общих пастбищ. Однако сейчас, по мнению местных жителей Сусамырской долины, это растение повсюду и крайне мешает им работать и выхаживать скотину. Однако от этого сорняка, оказалось, и есть польза. Оно является хорошим противоэрозийным растением. От этого растения только вред. Все пастбища, склоны гор заполнились этим сорняком. Скоро негде будет пасти скотину. Государство должно внимательнее обратить внимание на эту проблему. Мы своими руками, оказывается, не можем с ней справиться. Для этого нужна техника, специальные химические лекарства. 2 года назад приезжали, что-то пробовали сделать, но это не дало результата. Раньше, во времена Советского Союза, местные жители делали из этих колючек веники, а также собирали цветы сорняков и производили мед. Однако со временем спрос на эти товары упал, соответственно, сорняк уже однозначно стал никому не нужным. По словам специалистов, на склонах сорняк уничтожать нельзя, так как оно сохраняет почву от водной эрозии и не дает размыва склонов. Поэтому разрешение на его уничтожение там не дает Министерство чрезвычайных ситуаций. Но плохо, что оно быстро распространяется на равнинах. Поэтому экологи пытаются выбрать для его уничтожения малотоксичные ядохимикаты, которые разлагаются через 30-40 дней. Айдаматбекова, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.